Друзья мои, добрый вечер. Вас приветствует концертная фирма. Мы вам праздник всем устроим. Действительно, друзья мои, действительно, мы сегодня устроим вам праздник. И еще какой! Вам будет легко и приятно, тепло и симпатично, трогательно и мило. А сколько зажигательного веселья! Яркого юмора распылешется по этому залу из конца в конец. Из угла в угол, от стола к столу, от женщины к мужчине и наоборот. Прочь уныние, грусть и тоску. Не верите? Вот у меня затравки на скидку веселенькие анекдотики. У меня уехала теща. А кто уехал? Говорю, бабушка. Тигр ехидный, щука, акула. Аплодисменты! Итак, начало официальной части. У нас всех сегодня исполняется всем известному вам на тоже предприятие стройкомплекс телеслужбы торговли. Я бы даже сказала предприятие в фирме. Фирма это очень известна своим производством очень. И для вас мы сегодня устроим праздник! И прежде всего, я, хозяйка этого вечера, меня зовут Эльвира! Я приглашаю сюда, на эстраду, к микрофону. Что приглашать, друзья мои? Он уже здесь! Аплодисменты! Директор этого чудного, прекрасного предприятия Николай Петрович Рябов! Что? Ну, конечно же, Петр Николаевич Рябов, вам слово! И сразу же, после этого замечательного тоста для вас играет скрипач-виртуоз, артист фирмы «Мы вам праздник всем устроим» Виторио Закамалдин. Прошу, Петр Николаевич, встречайте. А сейчас для вас играет Виторио Закамалдин. Волшебные звуки скрипки. Глядя на старых баб, которые к нему привязаны. Позвольте спасать, мужчинку убрать. Ой-ой-ой-ой-ой. Да вы вся в дерьме. Жутко. Все, не протягивайте руки, а то протянете ноги. Да, ишь, как ты настропалилась с начальником разговаривать, а? Вы сами начинаете, ну все, конец притеснениям и рабству. Завтра мой последний день, я все сказала. Отряд не заметил потери бойца раньше, понимаете? Ну, зря, чтобы тебя не стало. Ну, пожалуйста, не заплачь. Вот так.
Друзья мои, вы не соскучились? Сейчас Эльвирочка выйдет к вам. Я ведь свободна как человек и свободна как актриса. Это вот некоторые выйдут на сцену и машут этой вот руками, а потом выходят и раз, и ничего. И получается элементарный зажим. А сейчас солнечный привет из солнечной Индии. Старинный индийский танец из провинции Нехамхатунга, что в долине реки Ганг. В старинной индийской манере для вас танцует старинная балерина Равиля Якубова. Аплодисменты. Перо. Белый. Кто-то подкинул. Запах. Боже мой, как я бессмысленно живу. Бессмысленная борьба со временем. Все умрут, время победит, все это знают. И я тоже, только я собака всегда думала, что успею больше других. И что? И что? Все хотят выжить. Выжить. Только чтобы самому выжить. А других или о детях своих не думают. Нет, куда там? Выиграть. Зацепиться за кого-то. За что? Оттолкнуть кого-то. Если плохо держится, то следующий зацепиться. И все лезут, чтобы спастись и выиграть. А зачем, а? Зачем? 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 Нет, я Кармен! Я не Эльвира и не Констанция! Я Кармен! Жгучая Кармен, которая победила всех, погибнув! Уметь надо так погибнуть, но стать победителем собака! Нет, в порядке, я в порядке, а вот он нажрался, и все из-за нее. Да не нажрался еще, а нажрется так из-за вас обоих. Обеих, грамотная. Обои, это вот, обои, а мы не обои. Значит, я не знаю. Но я лично единица с 15 валянок, сексиляр, мегакомбиар. Понимаешь, ты знаешь, какое число? Я что-то, я не обои, понимаешь? Нет, он не доведет нам текст до конца. Все, грубая лекция.
пойдем. В родительский день придем, все вместе втроем. С конфетами, с сервелатиком и с полторашек. Что, молчать? Я сама во всем приду. Всех похороню, всех троих и полторашку с сервелатиком. Всю вашу фирму я ищу. На ваших похоронах простужусь. Вот вам, дуля, недочеловеки, да. Фирма человека и недочеловеки. Вот как надо переименовать собака. Слушай, ты чё на меня, а? Я-то тебе чё? Если бы я чё, тогда ладно. А то я как бы ты ничего совсем, а на меня, ну. А то я отдуваюсь совсем. Я тебя, как руководителя, уважаю. Ага, но каждый вечер свои 300 принимаешь, да? Вот с лимоном порежь. Ага, то есть, если ты пьешь водку с лимоном, так значит ты меня еще уважаешь. А вот если бы без лимона, то было бы это полное неуважение, да? Слушай, а ты вообще знаешь кто? Кто? По-русски молодец, по-польски чмо. Вот ты. А вы все одинаково неблагодарные свиньи. Ты на меня, на подругу, да? Свиньи! Неблагодарные свиньи! Я свинья! С самого детства жизнь учила меня не замечать ее шероховатости, мириться с недостатками людей, не замечать их пороки, но, как показывает практика, любая привычка со временем развивается и становится чем-то другим. Любая привычка со временем перерастает в нечто большее. Моя повязка на глаза – это моя защита. Моя жизнь никогда не была простой. И со временем я превратилась в наблюдателя, которому все по барабану. Мне стало безразлично все. Жизненные рамки, можно и нельзя. Мне все одинаково. Кажется, Марина Цветникова. Цветаева, да, Цветаева. Говорила, что грех не в темноте, а в нежелании света. Ну да, выходит, что я грешная. Причем и так, и так. Да, я грешная. Более того, я уверена, что я возглавляю отряд грешников. Да, я грешная. Скажите, а что такое грех? Ну, скажите. Вы сами-то знаете? Грех – понятие субъективное. Он для каждого свой. Да, я грешница, а вы нет. Сидите и осуждаете меня, думая, не дай Бог, чтоб такой, как она. А вы-то сами не такие. Вы думаете, я плохо ориентируюсь в темноте? Покруче многих зрячих. Хорошо. Знаете, иногда хочется сорвать эту повязку и посмотреть на эти чертовы границы, о которых все так бесконечно разглагольствуют. Кстати, Дориан Грин, да, Грин, говорил, что границ не существует. Вы только послушайте. Вы хотите обвинить меня в том, что я нарушила границы, которые вы же себе сами придумали? Кстати, у меня есть подруга. Так уж вышло, что она имеет отношение к моему пофигизму. Эти дебильные псевдоотношения с дебилом. Впрочем, не о том речь. А подруге? Она еще не знает, что у нее никого нет. Как и у меня. А мне никого и не надо. Я
тебя. И мне этого достаточно. Да. У нее нет никого, как и у меня. Но ведь мы же подруги. Молчала бы. Советы, как у Костовка. Их лучше давать, чем принимать. Ты вообще не знаешь, что между нами. Лучше бы распелась, а ты пьешь. Вот я теперь порвала платье. Как я теперь выступать буду? Господи, как я устала. Я устала по самые... Вот как я устала. Сил нету жить. Одно белье. Полный комплект. Полный строй, полный сервис. Мужиков штук 4, то одни пенсии. И тем же бумаг. Да, рабочая же организация, оно бабье. Нормальных мужиков, что ли, не осталось? Чего одни бабы-то работают? Куда нормальные мужики подевались? Куда? Приличных мужиков жены на банкет не отпускают без себя. Лучше. И вновь, братцы. Спасибо, спасибо, Раиса. И вновь для вас играет Виктория Закамалдин, композиция на тему испанских мелодий. Не надо меня так больше объявлять. Я Раиса Айрвеля. Молчать. Поосторожнее. Ну как тут работать в таких условиях? Мне на сцену идти, создавать такой сложный, пластический и сценический образ. Мне требуется полное перевоплощение. Она на сцене перевоплощается. Слышишь? Вы думаете просто? Думаю, просто. Идите попробуйте. Что ты думаешь? И попробую, и попробую, и попробую. Да что вы без меня вообще делать будете? Мой номер – это украшение вечера. А с вашими песнями знаете, где выступать надо? Ой. Ты, вижу, у нас девушка с активной жизненной позиции, да? Ну давай, повыступай. Давай, повыступай! Поступай, поступай! Последний раз!
Уильям Шекспир сказал однажды: весь мир театр, а люди в нем актеры. Да, ежедневно мы носим сотни разных масок, играем разные роли, и я не исключение. Да, я такая же, как и вы, со своими плюсами, минусами, достоинствами и недостатками. Но кто из нас идеален, а? Но в этом аквариуме с рыбками я настоящая акула. Ради цели по головам? Почему бы и нет? Я готова на все. А вы, на что вы готовы ради своей цели? Дай-ка угадаю. Сидите дома на диване перед телевизором, листаете ленту и думаете, какая моя жизнь плохая, в какой плохой стране я живу, коррупция, мусор. И откладываете все дела на завтра, наверное, да? Потому что лучше поспать или посмотреть телевизор. И говорите себе, начну новую жизнь с понедельника, и все изменится, все изменится. Я стану лучше, начну заниматься спортом, похудею. И так из недели в неделю, из месяца в месяц, из года в год, потом. А когда потом-то, а? Когда потом? Ведь время, оно уходит как песок сквозь пальцы. Раз, и нету. Ничего не осталось. Поэтому, если вы хотите чего-то добиться, встаньте с дивана, перестаньте откладывать на завтра. Идите и делайте это. А я не трачу время впустую. Все это всего лишь мой старт. Иду к своей цели, создавая свою историю. А чем заняты вы, а? Вы пока подумайте, а я пойду. Ведь шоу должно продолжаться! Друзья мои, да, спасибо вам за столь теплый прием нашего года вдохновения! Спасибо огромное! А теперь снова индийский танец, уже из другой провинции! Пожалуйста!
выкинул, вышвырнул сама. А маму танцевать. Я танцевала в Германии. Испанский танец, Кармен Сюит. Чего мне сейчас танцевать, а? Я такие кренделя умею выделывать, вам, блин, и не сделала. Кармен жива. Кармен жива. Кармен жива. Конечно, танцуй. Да, я буду танцевать. Сама. Кто тебе не дает? Танцуй. Нет. Мы сидим там и не заходит прямо сюда. Сидит и смотрит, как там это пыляк. И дискуссион попивает, а? Ну давай, смотри, последний раз. Что у меня решать будет? Я знала, пойду бутик съем. Потом раз. Нельзя. Нельзя, Крис. Появляться сзади. Это неэтично, я ведь рассказывала вам о Станиславском. Неэтично, неэтично. А вот жрать на концерте этично. Я тоже пойду. Съем чего-нибудь. Не пойдешь. Я сказала, неэтично. Ты уже сжрали, было этично. Сейчас я что ли? Значит, это правда, что Викторио Закамалдин рычит в постели. Ну надо же! А какой ты обыкновенный с виду. Но со мной не рычал. Ну, я тебе не хотела рассказывать, чтобы не расстраивать. Так получилось. Кто? Рая тоже не знает. Ну, он вообще-то последние дни у меня живет. Что? Ладно, я пойду к нему. Ну, за столик пойду, съем чего-нибудь. Дорогой длинною, да ночкой лунною, да с песней ночью.
Тебя? Тебя? Или, может, тебя? Вы знаете мое имя? Вы знаете, сколько у меня имен, кто я вообще такая? Эльвира? Констанция? Или Кармен? Бдительная, заслуживающая доверия или жгучая? Кто я? Кто вы? По какому праву? По какому принципу человек получает свое имя? Или, возможно, это имя чужое? Ведь кого-то называют в честь бабушек и дедушек, тетя, дядь, которые добились успеха или были просто хорошими, честными людьми. Да, новорожденных детишек. Еще не знаешь, что в этой жизни обязательно надо как-то называться. Обзывают Николь, Лизу, Николаями и Филиппами в честь своих любимых актеров кино и артистов эстрады. Ну разве это справедливо? Получение имени – это эгоистичный, односторонний процесс. Родители редко задумываются над тем, как данное имя повлияет на судьбу их драгоценного чада. А ведь как корабль назовешь, так он и поплывет. Меня зовут Эльвира. Но на самом деле я Констанция. Почему? Папа ехал к маме в роддом в лифте и прочитал на железной панели выстреланное слово «Констанция». И решил, что назовет меня именно так и никак иначе. Он дебил! Увидел в этом рок, судьбу! Моя мама очень обрадовалась и назвала меня так. А потом, спустя много лет, когда узнала, что папа это на панели в лифте прочитал, рыдала, билась головой об стенку. Боялась, что это имя будет в моей судьбе как-то с панелью связано. И теперь назвала меня. И назвала меня Эльвира! И сказала, чтобы я больше никогда не вспоминала это проклятое слово. А 3 мушкетеров с Констанцией моя мама вообще без отвращения видеть не могла. А так и вышло. Так и вышло. Панель, собака. Ну вот в смысле я в панельном доме живу. Панельные дома не люблю. Ненавижу. Я никогда не жила в панельном доме, выступая за границей. Там мне обычно снимали скромный, но уютный деревянный домик на берегу. Выходишь, проснувшись рано утром на крыльцо, а море шумит и пахнет. О, я помню, как волшебно пахло море в те далекие дни моей минувшей славы, когда мои голые стопы блаженно утопали в белоснежный, чуть теплый песок, и я была так счастлива. И все еще было впереди. Но, как гласит замечательная поговорка немецкого народа, der nichts mehr nichts, что в буквальном смысле значит, раз тебе ничего, то и мне ничего. Все имеет свою цену. Искусство – это искушение, жертва. Я выучила немецкий язык в лучших барах в Германии. Да-да, все так. Я пела в кабаках и пела в больших залах. Я пела для бедных и пела для богатых точно так же. Искусство, оно ведь для всех, понимаете? Оно не делит общество на принадлежности. Искусство – это язык, который понимают все. Мировой язык! Я пела, а немцы не понимали ни слова. Плакали.
Вот сидит зал, да? Зал на 1,5 или даже на 3000 немцев. И все до одного рыдают, голос громче меня. О! Какой у меня был голос от природы! Но я не занималась. Я не знаю, как я умела это делать. Гипноз какой-то. Талант просто. Меня даже просили остаться. Кармен, дорогая, говорили они, останься. Спой нам это, ну как ее? Катюшу. Расцвела яблони груши. И они целовали мне руки. Но я не, я патриот своей страны. Я на родине пригожусь, а он Вы ведь знаете, что основная потребность человека – это чувство собственной значимости. И что истинное искусство – это не что иное, как человеческий акт. Важен путь, а не пункт назначения. Лучшее определение творчества – это процесс. Ваш путь – это и есть процесс, ваше бытие. Искусство – это один из видов бытия, бытие – это один из видов искусства, слишком сложно. Загляните внутрь себя. Посмотрите на свое отражение. Человек берет из искусства именно то, что ему не хватает в себе. Силу, гармонию, красоту. Что черпаете из него вы? Мы все что-то творим, создаем. С этим глупо спорить. Я сама создала свой образ. Я нашла себя. И теперь вы знаете мое имя. Вы знаете, как меня зовут. Меня зовут Кармен. И я жива. Читать меня. Ты, скрипка Страдивари! Молчать! Хватит! Пожалуйста, он ваш. Я с Петром Николаевичем, с Курочкой, который несет золотые яички. Симпатичный старикашка. Он шепнул мне сейчас на ушко, что хотел бы выпить со мной кофеек у него дома. Его фрау, то есть жена, уехала на дачу помидоры поливать. Хотя сейчас зима, не знаю, какие у него там помидоры,